Эти студенты купили квест в музее имени Эрзи, расплатились пушкинской картой. Чтобы выиграть, команда должна ответить на вопросы о картинах и художниках. Подсказки получили во время предварительной экскурсии по выставкам. Это один из примеров правильного применения денег, которые государство решило потратить на оккультуривание российской молодежи. Раз не хотят приобщаться к разумному, доброму, вечному за свой счет, пусть делают это за счет бюджета. И ведь сработало. Если говорить про 2021 год, вот про самое начало пушкинской карты, действия этой программы, до конца 2021 года нас посетило более 6 тысяч молодых людей. По программе «Пушкинская карта» аналогичный возраст людей, которые не являются участниками программы «Пушкинская карта», их количество составило чуть более 4 тысяч человек. То есть даже тут можно проследить тенденцию, что люди, молодежь с интересом отнеслась к этой инициативе культурной, воспользовалась ею и, естественно, количественный показатель здесь отличается в пользу пушкинской карты именно. Благодаря проекту «Пушкинская карта» для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет стали доступнее музеи, спектакли и другие культурные объекты. На первый ряд Большого театра лимита, конечно, не хватит, но на спектакли учреждений поменьше. Баланса в 5000 рублей вполне достаточно. Вот только понятие «культура» для авторов проекта оказалось слишком широким. К ней вдруг отнесли и шансоны, рок-концерты. Пушкинской картой можно оплатить билеты на новых русских бабок или сходить в кино на отечественную комедию «Папы». Конкурировать с такими развлечениями академическим музеем сложно. Это частный случай, но моменты спекуляции есть. Скажем, завышаются в некоторых местах билеты по пушкинской карте. Есть такие моменты, когда далеко, ну так назовем, мероприятия массовой культуры, да, проходит за счет пушкинской карты, когда не очень качественные произведения попадают сюда, но лиха беда началом. Пушкинская карта работает с сентября месяца, и я думаю, что все эти моменты будут учтены, доработаны, и все придет в соответствие. Но то, что польза от этого начинания большая, и для учреждений культуры, и для самих зрителей, тем более охват того молодого поколения, которое уже куда-то хочет идти, но не всегда может. Это очень большая, колоссальная польза. Проект «Пушкинская карта» стартовал в сентябре. Едва программа заработала, в интернете появились первые объявления о продаже. Подросткам наличные оказались гораздо нужнее, чем билеты в музей. Проблему решили быстро. Теперь сообщений от спекулянтов на просторах всемирной паутины не найти. Зато появились схемы липовой отчетности, когда школа, например, скупает половину зрительного зала в театре, а на представление никто не приходит. В результате по документам работа по оккультуриванию учеников проведена, а зрителям, которые хотели по-настоящему прийти и посмотреть постановку, билетов не хватило. Исключить работу для галочки сложно, считают эксперты, просто потому, что годами так делали. В Мордовском университете объясняют, своих студентов тоже не могут заставить куда-то пойти. Педагоги лишь рекомендуют и надеются, что студенты к ним прислушиваются. Сама идея пушкинской карты, я думаю, все-таки должна быть направлена на приобщение к высокой культуре, высокому искусству, чтобы воспитывать художественный вкус и эстетическую культуру молодого поколения. Спектакли, они бывают разной направленности. Сейчас ставятся актуальные современные постановки, и без посещения этих спектаклей, конечно, развитие студента невозможно. Он должен знать и классический репертуар, и современный репертуар. Но, как мы знаем, что, например, политика театров такова, что они отбирают высокохудожественные произведения, поэтому именно посещение театров и дает студентам возможность приобщиться именно к высокой культуре, высокому искусству. Пушкинская карта для учреждений культуры стала помощником, но если в проект не добавить точные параметры, по которым то или иное представление можно считать подходящим для эстетического воспитания молодежи, благое начинание может превратиться в очередной фарс. И бюджетные деньги будут уходить не в музеи и театры, а в частные руки, которые к искусству в лучшем случае имеют весьма отдаленные отношения. Если вспомнить послание главы региона и неоднократные выступления его на тех или иных мероприятиях, он неоднократно подчеркивал, что необходимо в работе
учреждений, в том числе культурных, делать упор на молодежь. Вот. И музей здесь с удовольствием делает упор на молодежь. Вот даже экспозиция выставки, на которой сейчас мы с вами разговариваем, это экспозиция выставки «Мы в авангарде». Выставка современных мордовских художников. Все молодые люди, возраст от 20 до 30 лет. Приходите, смотрите, мы работаем для вас. Необходимо также еще сказать, что бывают сложности такого характера. Когда наши коллеги выезжают в села мордовские, не везде есть стабильный интернет. И для того, чтобы отсканировать тот же виртуальный билет, как правильно это называется, погасить его, нужно стабильное соединение. Оно порой отсутствует. Это одна из таких сложностей. Вполне возможно, что новая система еще не отлажена, и со временем пушкинская карта оправдает надежды, которые на нее возлагают учреждения культуры. Но сколько школьников и студентов успеет потратить государственные деньги на шансон или тяжелый рок, неизвестно. Сам Пушкин, наверное, от такого бы в гробу перевернулся. Людмила Кусерова, Игорь Гангаев. Программа «В центре внимания».